утро всем, кто просыпается вместе с нами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Программа «Утро Якутии». Катерина Винокурова и Павел Танин вместе с вами встречаем понедельник, начало новой рабочей недели. Ну и вообще рады в новый день вам напутствовать. Наконец, вынужденные выходные закончились. Они уже воспринимаются как праздники, да, вот трудовые будни, которые начались, по крайней мере, нами. Паш, как ты провел эту неделю? Эту неделю я провел замечательно. Я начал смотреть и почти успел его посмотреть сериал новый. Но самое главное, конечно, были приятные хлопоты в виде детского дня рождения. Ведь праздник детский при любом локдауне должен состояться. Ну, хотя бы вот в домашних каких-то условиях. Да. Я очень хорошо выспалась, отоспалась, готова работать, настроена в боевое настроение и вам желаем того же. В нашей программе сегодня, впрочем, как и всегда, вас ждет много полезной и интересной информации. Так, к примеру, мы поговорим о том, как изменится наша жизнь с внедрением QR-кодов, чем занимались якутяне во время пандемии, а также поговорим о переписи населения, которая проходит в данный момент по всей нашей стране. Ну и, конечно же, наши традиционные рубрики понедельника расскажут нам про астрологические прогнозы и много чего еще интересного. Не забывайте про средства нашей обратной связи, чтобы у нас именно сегодня эта связь состоялась. Мы хотели бы вам задать вопрос, как вы относитесь к внедрению QR-кодов, а конкретно в местах массового скопления. Да, свои мнения по этому поводу можете отправить на наш номер WhatsApp 8 914 273 4488. Ну а также вместе с этим подписывайтесь на нашу страницу в Инстаграме «Утро _подчеркивание Якутии» и на канал в Ютубе Якутия-24. Там все наши выпуски всегда появляются. Можно еще раз пересмотреть и насладиться. Ну а пока знакомимся с погодой. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 12-18 градусов мороза. В Заречной группе 17-33 градуса мороза, в южных минус 11-18. В Вилюйской группе 5 и 9 градусов ниже нуля, в Нижнеленских минус 15, минус 19, в западных минус 4, минус 7, в Колыме-Дигирской группе Улусов от 9 до 28 градусов мороза, в Янских от 23 до минус 34, на северо-западе минус 7, минус 15. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 17 градусов мороза, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, штиль. Сегодня днем в Якутске небольшой снег, ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 8-10 градусов мороза. Кстати, о погодных аномалиях мы поговорим завтра, так что не пропустите наш эфир о том, какой ожидается зима в Якутии и сколько еще продержится достаточно теплая погода в осенне-зимний период. Ну, даже сверхтеплая, потому что, если верить прогнозам, завтра нас опять ожидает еще большее потепление. После вот таких заморозков почти до минус 20 ночью будет чуть ли не минус 6, минус 3 в ночное время. Ну, мне кажется, это действительно аномально, и вот как раз об этом будем разговаривать. Почему так? Да, поэтому не пропустите. Паш, как ты думаешь, какие самые популярные слова в этом году? Ну, я думаю, как и в этом, так и в прошлом, что-то связанное с вот всей этой эпидемиологической обстановкой. Возможно, ковид, возможно, локдаун, возможно, карантин и вот подобные вещи. Да, ну ты почти угадал. По версии Государственного института русского языка имени Пушкина, самым популярным в этом году словом считается «спутник». Конечно же, он связан с российской вакциной, его стали употреблять в 9 раз чаще, чем раньше. Но я думаю, что еще одно слово, оно может по популярности спутник догнать, перегнать и вообще стать абсолютным чемпионом. Это, конечно, даже не слово, а фактически словосочетание, а QR-код, потому что с сегодняшнего дня, во всяком случае, у нас в регионе уже все, в любое место, куда ты вот хочешь в люди выйти,
Вот, Да. да. Не А в я, один может быть, торгов- даже и домой буду людей по QR-коду пускать. Ну, посмотрим. Члены своей семьи, да? Особенно их. Ну, по крайней мере, в кинотеатры, в музеи, в музеи и в другие общественные места, конечно же, без QR-кода нас не впустят. Об этом мы поговорим чуть позже, ну а пока передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Экспертиза детской вакцины от ковида скоро завершится. Препарат разработан на базе «Спутника Ви». Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он отметил, что очень важно защитить несовершеннолетних детей, так как заболеваемость среди них растет. В Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест. Вероятность обнаружить коронавирус при тестировании снижается на 4-й, 5-й день болезни. Поэтому иногда у пациента есть все симптомы, но тест показывает отрицательный результат, объяснила Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. В Якутске начинается строительство парка будущих поколений. Он будет располагаться на пустыре в периметре улиц Аюнского, Петровского, Белинского и Каландрашвили. Проект инициировал целевой фонд будущих поколений в 2018 году. Идею поддержал глава республики. Ввод объекта планируется к 2025 году. Проект будет полностью финансироваться за счет компании «Алроса». Общая сумма оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона. Столичные школьники принимают участие во всероссийском конкурсе в виде открыток «Смотри, это Россия». В борьбе за победу дети от 6 до 18 лет записывают видео о мифах и легендах своего края. Лучшие работы будут выявлены путем открытого интернет-голосования. Итоги конкурса будут подведены 14 декабря. Отметим, что в прошлом году от Якутска участие в конкурсе видеокроссинга приняло более 500 команд. В этом году из-за локдауна ожидается меньшее количество. Представить свою национальную притчу-сказку решила и команда 2 класса школы номер 5. Их творческий коллектив презентовал легенду о девочке на Луне. Наш класс выбрал легенду о лунной девочке, потому что ребятам это очень понравилось. И думаю, другим ребятам из других регионов тоже будет интересно. Страница Национальной библиотеки республики в Инстаграм выиграла всероссийский конкурс «Топ-блогинг». Мероприятие провели Республиканский фонд развития культуры Якутии и Академия развития творчества «Арт Севера» при поддержке Минкультуры региона и международного конкурса вокалистов и инструменталистов. Профили в социальной сети оценивали педагоги, СММ-специалисты, а также учитель русского языка и литературы. Как мы уже упомянули, с сегодняшнего дня в Якутии возобновляют работу торговые центры, все заведения, как-то обратно. Вот закончилась неделя, возвращаемся, пытаемся опять вернуться к привычной жизни. Да, как мы уже сказали, ни в один кинотеатр, ни в музей и в любое другое общественное место вас без QR-кода не впустят, да? По-прежнему только по системе QR-кодов и по итогам отрицательных тестов на ковид. Как долго будет действовать такая система? Об этом поговорим мы непосредственно с человеком, который так или иначе в тему погружен очень хорошо. Это заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Максим Прокопьев. Максим Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Вот. Доброе утро, Катерина, Павел. Вот, наверное, один из таких вопросов, да, перед тем, как перейдем уже к основному, короткий вопрос, да, равнозначны ли сегодня QR-коды переболевших и вакцинированных людей? Да, действительно, они равнозначны. То есть, если человек переболел, ну, и в течение 6 месяцев, он тоже через портал госуслуг получает те же QR-код и имеет право до истечения этих 6 месяцев
использовать данный QR-код. То есть посещать, собственно, все вот эти места. Вот надолго ли вообще в нашу жизнь эта система пришла, система QR-кодов? Ну, хочется, конечно, вот с утра с хорошим настроением и вообще в целом на этот вопрос взглянуть. Чем быстрее мы все, наша республика, наша страна получит коллективный иммунитет, соответственно, мы выйдем из этих ограничительных мер и надеемся, QR-код, он тоже уйдет в бытие. Мгм. Но сейчас куда без QR-кодов попасть невозможно. Но с сегодняшнего дня система допуска граждан в общественные объекты, в том числе в торговые центры, в кинотеатре уже это действует, ну, в культурные учреждения, да, театры, кинотеатры, дома культуры. И кроме того, сегодняшнего тоже в спортивные объекты возможен допуск по системе QR-кодов, в том числе и в крупные торговые центры тоже. Ну вот вообще правила вот эти посещения с QR-кодом, их начали вводить еще до локдауна, вот прошлой неделе, еще в октябре. Уже ли работает этот механизм слаженно со стороны предпринимателей? То есть им же нужно это они же проводят проверку непосредственно людей, которые посещают их объекты. Все ли уже разобрались с этим или остаются вопросы? Ну, с точки зрения предпринимателей по допуску сложности, конечно же, бывают. Они, субъективные факторы, да, конечно, имеют. Когда граждане либо забыли, либо не имеют при себе удостоверения личности. Конечно же, эти проблемы все в любом случае будут, но, как показала практика допуска на объекты, в которые имеется возможность заранее оплатить или купить билеты, например, в кинотеатры либо спортивные учреждения, то по абонементной системе, да, здесь, в принципе, проблем не возникает. На входной группе человек при входе показывает и получает те или иные услуги или продукты, за которыми он пришел в этот объект. Ну, предприниматели жалуются на то, что проходят частые проверки. А как часто вообще проверяют заведения? Да, действительно, всю прошлую неделю и особенно сейчас, конечно же, у нас в отношении нарушителей те же, допустим, объекты общественного питания, которых на прошлой неделе во время нерабочих дней был исключен график их работы. Там в отношении нарушителей, конечно же, были предприняты более, так сказать, жесткие меры воздействия, если эти предприниматели нарушали, например, режим работы, либо систему допуска, либо гражданин, когда на момент проверки находился в этом заведении без QR-кода. А с сегодняшнего дня, конечно же, проверки тоже продолжатся, особенности в больших крупных торговых центрах. И я надеюсь на сознательность граждан. Все-таки это ответственность в первую очередь на гражданах. Посещать общественные места в период режима повышенной готовности, когда у нас пандемия все еще не отступила, все-таки быть защищенным в первую очередь, защитить себя, и защитить окружающих, своих близких, в первую очередь, это сознательность граждан. Вот говоря про проверки, да, вот вы сказали, что проводился мониторинг режима работы и так далее. Вообще, какую ответственность предприниматели сегодня несут и много ли нарушений, допустим, за прошлую неделю локдауна было выявлено? Нарушений есть, больше 10, конечно же, нарушений. Двузначными цифрами измеряется в целом по республике количество нарушений. Мера ответственности сначала первичного нарушения – это штрафные санкции. Бывает до 500 тысяч, обычно бывает 300 тысяч, 100 тысяч. Но это все равно по решению суда. А если уже допускается повторное нарушение, возможно уже помимо штрафных санкций, и закрытие на приостановление деятельности. Но это, опять же, тоже по решению суда. А какую ответственность несут сами граждане допустим, за подделку QR-кода? Если, допустим, чужой, да, это же очень просто попросить у кого-то, да, пройти там быстренько. Да, здесь на самом деле предприниматели на входном контроле в первую очередь должны удостовериться, что этот QR-код принадлежит именно этому гражданину. Для этого система, в принципе, налажена. Например, 3 фактора, да, это инициалы фамилии, имени, отчества, первые 2 цифры паспорта, серии паспорта и последние
3 цифры номера паспорта, ну и плюс дата рождения гражданина позволяет идентифицировать гражданина, что это действительно перед тобой стоит, вот, допустим, Прокопьев Максим Михайлович. Мгм. Но в целом, как бы, все равно, как бы, если какие-то махинации с QR-кодом гражданин проводит, это как-то сегодня Ну, сейчас, санкции предусмотрены. да, административное регулирование позволяет наложить штрафы до 5000 рублей для данного гражданина. Ну, кроме того, а именно за подделку уже, вы знаете, тоже слышали, наверное, в новостях, что введена уголовная ответственность. Уголовная ответственность. Ну, вот, возвращаясь к работе предпринимателей, то есть, чтобы работать с этой системой QR-кодов, требуется ли предпринимателям сегодня какие-то дополнительные траты нести, может быть, Да, оборудование и какое-то? какая-то поддержка для них. Да, ну, конечно, траты в любом случае будут для предпринимателя, начиная от дополнительных расходов по персоналу. Если в данном учреждении, например, не было предусмотрено, допустим, ну, был только один, например, охранник, да, на входной группе, ну, конечно же, тут работа посменно должна быть, потому что работа учреждения продолжается, ну, продолжительный период, а гражданин может, ну, сотрудник может отключиться, да, то есть замена. В принципе, дополнительных оборудований особо не требуется, требуется лишь мобильное устройство с считывающим, ну, с камерой, да, и выходом в интернет для того, чтобы определить, QR-код подходит или нет. Но некоторые сознательные предприниматели пошли дальше, они устанавливают на входной группе специальное оборудование, ну, уже считывающим устройством, для того, чтобы обеспечить ну, беспрекословно, ну, наименьше затратный в временном смысле заход граждан. Мгм. Максим Михайлович, спасибо большое, что в эту студию пришли. И прежде чем с вами окончательно попрощаемся, хотим узнать ваше мнение, как вот именно с точки зрения гражданина. Как относитесь вообще к системе этих QR-кодов? Ну, я, например, лично очень рад. У меня сам давно не ходил, например, в кинотеатр с семьей, с детьми. И очень хочется посетить вот культурные объекты, да, и быть обезопасенным, что, зная то, что рядом со мной в этом же зале будут находиться тоже люди, которые вакцинированы, сознательные граждане. Спасибо еще раз, Максим Михайлович. Доброго дня. Да. Ну а, уважаемые телезрители... Такой же вопрос, как вы относитесь к системе QR-кодов, мы задали в начале программы и хотим ваши ответы прочитать и озвучить, конечно же, в эфире. Номер нашего WhatsApp легко запомнить. 8 914 273 4488. Мы работаем в прямом эфире. Для нас очень важно ваше мнение. А предприниматели, люди предприимчивые, несмотря на трудности, теряются и находят способы извлечь выгоду, казалось бы, из невозможного. Россиянам уже предлагают изготавливать брелки, пластиковые карты с нанесением на них QR-кодов о вакцинации. Нужно лишь прислать скриншот своего кода и на следующий день получить удобный девайс. Можно не носить с собой бумажный документ или не искать код в телефоне. Такое удовольствие в зависимости от сложности изготовления стоит от 100 до 500 рублей. Однако попадаются и подороже предложения, например, на ювелирные медальоны. А вот в Челябинске креативные мастера маникюра уже предлагают наклейку на ногтях. Правда, из-за маленьких размеров QR-код не везде читается. А любая царапина может поставить крест на таком подтверждении вакцинации. А вот еще один интересный способ придумали уже не у нас, но тем не менее, это татуировка. Как пишут в интернете, небольшой QR-код 5 на 5 сантиметров прямо на коже обойдется в 1500 рублей. Сверху можно доплатить за заживляющую пленку. Правда, минус этого каприза — тату навсегда. Код действует всего год и придется раскошелиться на новый. Главное, чтобы места на теле хватило. Паша готов сделать тату в виде QR-кода? Я сделаю все QR-коды своей жизни на своем теле. Нет, но мне кажется, все-таки QR-код в качестве татуировок, то, что останется на твоем теле, это, ну, слишком, это перебор уже. А я бы сделала, знаешь, маникюр себе Маникюр, в да. виде QR-кода. Кстати, И подумаю, и хорошая менять раз в идея. полгода маникюр. Вот с такими ногтями уже ходишь, ревакцинировался, обстриг, сделал новый QR-код. Да, это тебе не тату, да? Да. Кстати, не только на подобную идею вдохновила пандемия предпринимателей.
Да, наша землячка, якутянка, живущая в Южноафриканской республике, именно в это непростое время начала новый бизнес. Как ни странно, преуспела в этом. Она занимается изготовлением керамической посуды. Наталья Нкоси, якутянка, которая во время локдауна, уехав на родину мужа в Южноафриканскую республику, не отчаялась и, чтобы не скучать дома, открыла семейный бизнес – керамическую мастерскую. Во время карантина мы не знали, что делать. Многие лишились работы. Вот мы сидели дома и как-то пришли к тому, что мы, в принципе, наша семья очень творческая. И мы начали встречать очень интересных людей, которые были в этом бизнесе. И мы решили попробовать себя в этом. И у нас неплохо даже очень получилось. И из-за этого мы решили основать свою собственную компанию, которая называется Nkosi Ceramics. Компания в городе Йоханнесбург якутянку руководит совместно со свекровью и невесткой. Такие женские компании, по словам Натальи, очень ценятся в Южноафриканской республике. Основное направление семьи Нкоси – производство ваз ручной работы в африканском стиле. Вместе с тем создает семья Нкоси и якутские чароны. Африканская керамика, она очень интересна тем, что используется лепка. Лепка животных, лепка растений, цветков. И для меня это было очень интересно, потому что я никогда раньше не видела такого, на вазах. Выглядело очень красиво, что я решила просто попробовать слепить на маленьких чаронах таких животных, мамонтов наших северных, цветки сарданы, медведи. 3 из них сегодня представлены на выставке в музее имени Ярославского. По просьбе работников музея Наталья отправила их из далекой Южноафриканской республики. Чароны с добавлением объемных фигур северных животных получились не только уникальными, но и открыли собой новую форму синтеза 2 совершенно разных культур – Якутии и Африки. Я сразу влюбилась в эти керамические чароны, потому что они совершенно необыкновенны. Но я сама люблю, когда изображают животных на каких-то предметах. Но тут вообще прям фантазия разыгралась, видимо, у автора. И они мне очень понравились. Традиционные якутские чароны в новой форме. Поэтому я и называю их синтезом 2 культур. Это 2 культуры. Это жаркая Африка, прародина человечества, и холодный север. Его совершенная форма чарона. Абсолютно. И цвета всех радуг, всей радуги, всех оттенков. Африканская керамика – это ремесло, возвышенное до искусства. Осколки глиняной посуды, обнаруженные археологами Африки, датируются 7000 лет до нашей эры. Так что для африканцев это не новое направление, вместе с тем очень популярное. Это моя страсть, мое хобби – керамика. Через нее мы сохраняем свою культуру, наше наследие, культуру народов Зулу, Свази и других племен Южной Африки. Это камба на африканс, на языке Южной Африки. Это национальная посуда южноафриканцев. Дизайн выполнен в виде хижины, очень популярная здесь. Ее ставят на огонь и готовят в ней разные блюда – пельмени, кукурузу и многие другие. Сегодня бизнес нашей землячки набирает обороты. Клиентами керамической мастерской семьи Нкоси являются первая леди страны, послы зарубежных стран из Швейцарии, Финляндии, Турции и из самой Южноафриканской республики. А недавно они подписали контракт с крупной американской сетью магазинов Home Goods, куда теперь поставляются вазы в африканском стиле от семьи Нкоси. Есть в планах и завоевать рынок Якутии в ближайшем будущем. Ульяна Шагина, Семен Афанасьев, Якутск. Кать, не появилась ли идея переехать в Африку и открыть доходный бизнес? Знаешь, не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра. Кстати, это многим известная фраза героини фильма «Унесенный ветром» Маргарет Митчелл. Да, и, кстати, Маргарет Митчелл на свет появилась ровно 121 год назад, то есть фактически сегодня день рожденческий день. День рождения, да. С другими датами, событиями, дня рождениями знакомимся в нашей рубрике. На календаре 8 ноября, понедельник. Сегодня отмечается Международный день пианиста, Международный день КВН,
Международный день радиологии и День рентгенолога. В России сегодня День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России. Православная церковь отмечает память святого Дмитрия Солунского. Обращали внимание на приметы. Если этот день был холодным и снежным, то и весну ждали такую же. Багряная заря в этот день предвещала сильный ветер, а запотевшие окна – наступление холодов. 501 год назад в этот день произошло событие, вошедшее в историю как Стокгольмская кровавая баня. Массовая и жестокая расправа, состоявшаяся в 1520 году в Стокгольме по приказу датского короля Кристиана II. В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген открыл рентгеновские лучи. Всепроникающие лучи во всем мире теперь называют Х-лучами, а в России – рентгеновыми или рентгеновскими. В 1943 году в этот день в СССР был учрежден военный орден Победы и орден Славы 3 степеней. В этот день родились Вера Комиссаржевская, русская актриса, Алексей I, патриарх Московский и всея Руси, в миру Сергей Владимирович Симанский, Маргарет Митчелл, американская писательница, автор романа-бестселлера «Унесенные ветром». Дмитрий Язов, советский военачальник, политик, маршал Советского Союза. Олег Борисов, советский актер театра и кино, народный артист СССР. Ален Делон, французский актер театра и кино, режиссер, продюсер, сценарист. Олег Меньшиков, советский российский актер, режиссер, педагог, народный артист России. Именины сегодня отмечают Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий и Марк. Вот по народным приметам сегодня, если окна запотели, то жди наступления холодов. Паша, у тебя окна в машине запотели? Я не знаю, машину заморозил месяц назад. Но вообще я выхожу утром из дома и поглядываю на чужие машины, и они запотевают. Они запотевали, да, В любом случае, зима, она уже вот подступает, совсем уже, ну, там вот-вот и Новый год. И нужно уже быть готовым утеплять машины. Переобуться, я думаю, все успели тоже примерно месяц назад. А утеплиться нужно сейчас, я думаю. И вот конструктор-любитель из Иркутска Виктор Горохов зимой свою машину обувает в лыжи. Он создал всесезонный автомобиль для себя и своих внуков. Машина ездит благодаря винтовой тяге летом на колесах, а зимой встает на лыжи. Представляешь? Виктор на самодельном средстве передвижения лихо рассекает по заснеженному бездорожью. Машину конструктор назвал «Вигол» в честь инженеров, себя самого и двух сыновей. По словам Виктора, аэромобиль ездит на двигателе от дельтаплана мощностью 50 лошадиных сил, на который мужчина установил редуктор от моторной лодки. Салон же почти не отличается от автомобильного. Есть руль, педали тормоза и газа, ручник, поворотники и фары. Времени ушло. Вот это сейчас идет третий год, а денег 500 тысяч. Если разобраться, это что снегоход купить, что росами сделать, надо те же самые деньги. Свой первый автомобиль Виктор Горохов собрал еще в детстве по моделям из журнала для любителей конструирования. На нем он не только катался по дороге у дома, но и ездил в школу. Затем конструктор-любитель вместе с детьми увлекся картингом, а для внуков решил соорудить аэромобиль. Для зимы катались, а летом-то чем заниматься? Картинг вроде им уже надоедает там, внукам. Я решил сделать летний вариант. И вместо лыж поставил колеса. Они уже ездили на колесах, получился аэромобиль. Это я так для себя установил, что это же вообще достижение. Когда лыжи лыжами, а можно и летом кататься, аэромобиль получается. Вигол может развивать скорость до 70-80 км в час. Виктор уверен, что аэромобиль может разогнаться и больше. Однако мужчина не рискует проверять. На больших скоростях машину начинает трясти. Но я подумал, вспомнить молодость, сделать сыновьям не подарок, а хотя бы чему там научить их. Что можно головой шурупить
и что-то делать. И не ждать, когда папа купит, а что-то самому изобретать. Работа над аэромобилем шла 3 года. За это время конструктор сломал 2 пластиковых винта и сейчас установил металлический. Но главное преимущество транспортного средства – на нем можно кататься в любое время года. Доброе утро. В начале нашей программы мы уже говорили, что самым популярным словом этого года стало слово «спутник». Но и это еще не все. Какое еще слово, думаешь, может попасть под популярное? Так, ну мы перечислили слова, связанные с эпидемиологической обстановкой. Можно подумать, что много, вариантов много на самом деле, да? То есть в этом году вышел, новые смартфоны выходят постоянно, какие-то события. Да, ну, знаешь, это слово «перепись». Неудивительно, потому что как раз в эти дни по всей стране проходит всероссийская перепись населения. О том, как она проходит, как воспринимают ее люди, узнаем позже. Вообще, Катя, ты сама перепись ты прошла ли сама? Да, я прошла, но не лично через госуслуги. К нам вот успел прийти человек. Ага. А к тебе? Ко мне пришел человек, я сказал, что я пройду перепись на госуслугах, потому что я люблю проходить что-нибудь на госуслугах. И он сказал: все, хорошо, замечательно. Я такое, время есть до 15 ноября. И что-то ходил. В какой-то момент прихожу домой, а у меня лежит листочек, маленький такой квиток, в котором дословно говорится о том, что ко мне пришел некий человек с таким-то именем, являющийся переписчиком, и, собственно, без моего участия моя семья приняла участие в переписи, оказывается. И я уже не стал заходить на госуслуги, и мое желание пройти там перепись... Ну, хотел, да? Ну, я думаю, что сам затянул, так бы было все хорошо. Да, кстати, удобнее, наверное, все-таки, я думаю, через госуслуги тоже и безопаснее проходить, потому что не всякий человек впустит к себе домой, да, постороннего, тем более во время пандемии. Поэтому и вы присоединяйтесь к переписи. Если есть возможность, проходить ее электронно. Да, ну а мы вот вышли на улицы города Якутска и решили узнать мнение жителей столицы вообще к тому, как проходит перепись, о том, как перепись проходит в Якутске. Здравствуйте. Приняли ли вы участие в переписи и насколько важно для населения и страны в целом? Мы приняли участие. К нам приходили домой. Записи. Конечно, важно, чтобы узнать численность народа, сколько живет. Очень важно. Все социальные вопросы должны решиться. Все записали уже, все получили через госуслуги. К нам пришла девушка, очень такая приятная внешности. И прошли всех, кто проживает в квартире, все прошли. Приняли ли вы участие в переписи? Нет. Ну, я считаю, так важно узнать, сколько народу, оттуда идет бюджет. Вот так вот считаю. Ну, важно, конечно, да, важно. Потому что от этого все зависит. И бюджет республики, и вообще по всей России, я так думаю. Здравствуйте. Приняли ли вы участие в переписи? Нет еще. И кто ко мне не приходил еще. Ага. И насколько это важно для населения? Ну, конечно, важно. Чтобы знать, сколько нужно демографическую обстановку улучшать в стране. Это очень важно. Обязательно, конечно. Ага. И насколько это важно для населения и для страны в целом? Это для страны, конечно, очень важно. И для населения, потому что потом будут рассчитывать, как финансировать. Ну, о том, как перепись проходит в республике, какими результатами уже можно поделиться, похвастаться, узнаем чуть попозже. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Стоимость
Стоимость проезда между Якутском и Нижним Бестяхом на судах на воздушной подушке выросла до 3000 рублей. Это связано с тем, что для перевозки пассажиров привлечены аэроботы «Тайфун». Они будут работать до установления ледяного покрова, после чего цена проезда будет снижена до 1500 рублей. Ориентировочно это произойдет через 10 дней. По словам судоводителей, из-за западного ветра большое количество шуги отнесло к причалу Нижнего Бестяха. И из-за этого суда на воздушных подушках серьезно повреждаются. В Якутии к 2030 году должны быть построены все крупнейшие мосты федеральных дорог. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что по строительству Ленского моста есть понимание сроков и финансирования. На данный момент разворачиваются подготовительные работы. Он также добавил, что для полноценного функционирования федеральных дорог республики в первую очередь автодорог Колыма и Вилюй должны построить ряд мостов через реки Вилюй и Алдан. До 2030 года должно быть построено 4 моста через Вилюй в 3 районах республики. Также идут работы властей с Росавтодором по обоснованию инвестиций для Алданского моста. Уроженец Якутска Валерий Кузаков, победитель 6-го сезона телепроекта «Голос дети», исполнил песню в финале национального отбора конкурса «Детское Евровидение-2021». В данное время Валера живет в Москве, с 5 лет занимается вокалом и играет на фортепиано. Он является многократным победителем и призером всероссийских и международных конкурсов. На Евровидение Валеру пригласили не только в качестве гостя исполнить песню, но и стать почетным членом жюри. И пускай мы разные, но целью связаны одной. Пусть на разных языках, но вместе под одной звездой. И пускай мы разные, мы вместе. На этом у меня вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Так, мы возвращаемся к нашей теме, о которой говорили перед выпуском новостей. Это перепись населения. Из опроса мы узнали, что, оказывается, уже многие приняли участие в переписи и понимают важность этого мероприятия. Теперь, каким способом предпочитают давать о себе данные якутяне, какие интересные тенденции наблюдаются в ходе переписи, мы сегодня спросим у нашей гости. Это Мария Белешова, заместитель начальника отдела статистики уровня жизни, обследований домашних хозяйств, населения и здравоохранения Сахастата. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, какими темпами проходит перепись сегодня в республике и, собственно, какой способ прохождения переписи сегодня? Это либо переписчик, либо госуслуги. Что чаще выбирают жители? Да, действительно, до конца всероссийской переписи населения остается всего неделя. Основная масса жителей Якутии уже приняли участие во всероссийской переписи населения. Ход идет в соответствии с графиком. Ну и порядка 19% населения предпочли принять участие на портале госуслуги, самостоятельно заполнить электронные переписные листы. Также пользуются популярностью стационарные участки, размещенные в МФЦ, в отделениях Почты России, в кассах энергосбыта. Туда достаточно большое количество граждан подходит, чтобы принять участие. Организованы мобильные бригады переписчиков, которые выезжают в крупные предприятия, переписывают там сотрудников и членов их семей. Угу. Но мы знаем, что перепись продлена до 14-го, да, как мы уже сказали, это в госуслугах. С чем это связано? Да, действительно. Ранее планировалось, что госуслуги закроются 8 числа, и далее продолжат уже переписчики и стационарные участки только. Да? Но Росстат предложил продлить способ участия на госуслугах до 14 ноября. И правительство Российской Федерации поддержало это предложение. Это связано с тем, чтобы обеспечить населению возможность удобно и безопасно принять участие в переписи. В целом, так, в двух словах, я думаю, очень помогает вообще именно организаторам проведения переписи именно возможность того, что люди могут на госуслугу сами пройти эту перепись. Да, действительно. Но прежде всего это удобно для граждан. Чтобы было удобно. Удобно, безопасно. Удобно, безопасно. Да. Какие районы наиболее активные вот в этом плане? Какие, наоборот, пассивные? Кого похвалите? Да, уже на сегодняшний день, конечно, часть районов завершили перепись. Это сельские районы в основном, да, северные районы завершили перепись, промышленные районы.
И столица республики еще участвует, еще уходят переписчики, обходят свои адреса, опрашивают население, но в соответствии с дневными нормами выполнения и оставшимися днями перепись будет завершена вовремя и в этих районах. А вот в ходе переписи уже, может быть, появились какие-то интересные или, может быть, проблемные тенденции именно, ну, которые наблюдаются в ходе переписи? Да, интересные, безусловно. Каждую перепись происходит что-то интересное. Вчера буквально познакомились, побывали в Гагаринском округе и пообщались с переписчиком Кривцов Александр Николаевич, ему 76 лет. И это его уже третья перепись, в которой он участвует в качестве переписчика. То есть человек впервые проучаствовал, работал переписчиком при переписи 2002 года. Тогда он уже для себя отметил важность мероприятия, в то же время и трудность выполняемой работы. Но вот как он говорит, да, что знакомство с людьми, общение, узнаешь что-то новое, это все компенсирует все трудности работы. И вот как наступает следующая перепись, он обязательно идет переписчиком. Так и сейчас, несмотря на возраст, да, вот человек работает переписчиком, прям такой воодушевленный, радостный, довольный, в общем. Да. Ну, это похвальный энтузиазм. Бабушка вот того же Гагаринского округа сказала: нет, дети, меня переписывать на госуслугах не надо, я хочу, чтобы ко мне пришел переписчик, я хочу с ним пообщаться, хочу вот с ним поговорить. В районе Усть-Алданском переписчиков какого-то села встречали в национальных костюмах с кумысом, оладьями. То есть, интересно. Но остается всего неделя, да, до окончания. Вы можете обратиться к жителям, к переписчикам. Пожалуйста. Ну, перепись населения – это такое масштабное мероприятие, которое проводится один раз в 10 лет. Да? Оно позволяет узнать уровень образования населения, жилищные условия, национальный состав, языковой состав населения. Эти данные невозможно получить больше ни из каких источников. Да? Поэтому участие в переписи – это крайне важное мероприятие и абсолютно безопасное. То есть вся информация записывается со слов граждан. Никаких документов предъявлять не нужно, ничего подтверждать не нужно. Все, как скажет гражданин, так и будет записано в переписной лист. Все итоги, все данные, которые попадают в базу данных переписи, они обезличены. То есть и какие персональные данные не попадают в базу. По каким-то определенным ответам невозможно никогда идентифицировать конкретного человека. Поэтому мы призываем всех граждан пройти перепись до 14 ноября любым удобным способом, опять же, да, либо дождаться переписчика, подойти на стационарный участок или самостоятельно на госуслугах. Мария Анатольевна, когда ждать уже первые результаты, какие-то данные переписи, которые будут опубликованы, и что, в принципе, какие основные, может быть, графы, пункты будут озвучены? Предварительные данные будут в апреле 2022 года, и окончательные данные мы получим уже в декабре 2022 года. Тогда будут опубликованы полностью итоги переписи. По итогам переписи мы узнаем национальный состав, структуру языковую населения, что позволяет как бы идентичность нашу национальную как бы обозначить, да? Опять же, уровень образования. Ну и, конечно же, это фактическая численность населения, да? Обозначить, какие проблемы, получить данные для решения этих проблем, да? Скорректировать какие-то планы. Ну, спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на эти вопросы. Мы, в свою очередь, также призываем всех жителей республики принимать участие в переписи населения. Можно ли пройти ее 2 раза? Вопрос. 2 раза зачем? Да, и помните, что до 14 ноября у вас есть возможность пройти перепись на госуслугах. А сейчас небольшая пауза, после которой вернемся. Это «Утро Якутии», телеканалы «Якутия-24», НВК «Саха». Мы встречаем 8 ноября. Понедельник. Новая рабочая неделя. Ура, отлокдаунились, так сказать. А в начале эфира мы задали вопрос достаточно интересный по поводу того, как вы относитесь к тому, что введена система QR-кодов. Можете свое мнение присылать на наш номер WhatsApp 8 914 273 4488. И у нас уже есть несколько ответов. Некоторые за данную систему, а некоторые вот пишут нам, что не хотят показывать, да, личные данные, раскрывать перед третьими лицами. Да. Ну, я могу дать, если говорить про личные данные, то
да, все-таки необходимо. Безопасность важнее. С другой стороны, никто не заставляет. В моем случае, я просто один раз мне довелось воспользоваться перед локдауном, сходить в кинотеатр, через QR-код зайти туда. И я показал QR-код, паспорта с собой у меня не было, я не был готов к такому повороту событий. Мне просто сказали, назовите дату рождения, потому что по ней также тебя можно идентифицировать. Тоже, казалось бы, личные данные, но я думаю, все-таки понимание того, что все безопасно, бациллы, скорее всего, здесь нет. Особенно, если это с детьми происходит, вы посещаете что-то, я думаю, оно того стоит. Но мое же опять личное мнение, у вас может быть свое, и это правильно. Да, мы ни в коем случае не навязываем. Я, кстати, вот вспомнила информацию, которая пролетела у нас чуть раньше, про QR-коды, про тату, про ногти, про маникюр. Кстати, вот всегда восхищаюсь людьми, которые что-то делают своими руками. У тебя есть хобби, которым ты мог бы заняться, еще и заработать на нем, если вот, ну не дай бог, конечно, уйдешь с телевидения? Ну, на данный момент, я думаю, его нет, но я к нему стремлюсь. Есть у меня одна идея кое-чем заняться. Очень мне это интересно, очень мне это хочется попробовать. Может быть, даже и зарабатывать на этом получится. А вот семья из города Мирного сумела превратить свое дело в увлечение и превратила его в очень востребованное и доходное дело. Услышать тиканье стрелок и увидеть движение шестеренок, находясь внутри самих часов, возможно? Вполне, если соорудить башню в человеческий рост. Такую на дачном участке создал Юрий Зиненко. Мастер подобрал детали, болты и гайки, потратил несколько лет. Теперь барабан с молоточками каждый час отстукивает мелодию. Стоит завести механизм. Эти часы появились у владельцев после поездки в Краснодар. Людмила и Юрий увидели похожие на здание ЖД вокзала. Заглянули, изучили механизм и решили сделать такие же. Башню украсили витражом. Супруга Юрия, Людмила, с легкостью стрижет и режет стекло. Для этого использует нож с алмазным напылением. Мирненко делает не только витражи, которые вставляют в пластиковую раму, но еще и посуду и светильники. Сейчас вот это что будет с ирисами? Это будет, я надеюсь, будет тарелочка. Почему надеюсь? Потому что стекло, в общем-то, такая штука непредсказуемая, бывает, может лопнуть. Чтобы стекло не лопнуло, мастера-витражисты используют приборы, которые измеряют совместимость. Но чаще всего такое удовольствие стоит дорого. Поэтому Людмила тестирует все сама. Опытным путем узнает, подходят ли стекла друг другу. Сам материал заказывает в специализированных магазинах, но есть и варианты, которые всегда под рукой. Очень эффектно можно сделать такую десертную тарелочку под оливки, под грибочки, под что-нибудь такое. Вот. Ну, кто-то там под подложку, когда готовишь, тоже. Это, да, это подножный корм, у нас всегда под ногами есть. Можно в магазине купил что-то там такое, приносят. Когда узнали, что бутылки плавить начали, почему-то сносить. Да, очень как-то так не очень хорошо получалось, потому что вроде как мы столько не пьем. В их доме повсюду не только бутылки, часы ручной работы, в окнах витражи, а печь больше похожа на арт-объект. Неизменный помощник и наблюдатель за процессом сбора рисунка – кот. Кажется, он один знает все нюансы работы. И хотя мастерская находится в квартире, запекает чаще всего Людмила в печи не хлеб, а стекло. А мелкие детали сравнивает с солью. Чтобы какие-то детали увеличить на картинке, если надо, то используют либо такое же стекло, то есть объем добавить, либо вот прозрачное стекло, и в нужных местах ты его кладешь, и оно такое, как соль, оно дополнительный эффект дает такой. Цвет не меняет, не искажает. И очень эффектно смотрится. Вот такой витраж с ирисами обойдется примерно в 40 тысяч рублей. Половина стоимости, конечно, это цена за материал и его доставку. Стекло хоть и хрупкий материал, но его цвет сохранится долгие годы. Достаточно посмотреть на работы Луиса Комфорта Тиффани. Именно в честь него была названа такая техника работы со стеклом. Ну а если витраж разобьется, то менять придется не все стекло, а лишь отдельный элемент. Ксения Исламова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». А теперь пришла
Пора узнать об астрологических предсказаниях на эту неделю. Овен. Рекомендуется осторожно выстраивать любой диалог, особенно тот, что касается финансов. Самое время приступить к физическим тренировкам или запретить себе потакание вредной привычки. В личной жизни суждено заметить положительный перелом. Существенно потеплеют отношения со второй половинкой, исчезнут противоречия со старшим поколением или же порадуют дети. Телец. Возможен возврат к одной из вялотекущих проблем или появление малоприятных обязанностей. Не торопитесь отвечать «да» на каждый входящий вопрос. Есть риск, что в нем будет тонко завуалирован какой-то подвох. В заключительный период недели приятные эмоции принесет общение с детьми или четвероногим питомцем, просмотр популярного телепроекта или посещение любимого интернет-ресурса. Близнецы. На этой неделе на первое место выйдут дружеские отношения и заботы семьи. В конце недели ожидается интересное предложение. Чтобы правильно оценить его потенциал, не спешите. Гороскоп советует прибегнуть к советам людей, наделенных богатым жизненным опытом. Рак. Неделя принесет благоприятные перемены в личных делах. Гороскоп рекомендует сосредоточиться на мелочах, из которых слагается быт. Как только создадите в личном пространстве уют, утихнут ссоры с родными, настроение станет более гармоничным. Возможно, найдется пропавший в прошлом предмет или поступит информация с обнадеживающими новостями. Лев. В этот период хорошо пройдут любые дела, нацеленные на краткосрочный успех. Не надо убегать от общения. В ходе одного из разговоров может пролиться свет на происходящее событие или будет получено интересное предложение. Конец недели благоприятствует началу диеты и другим оздоровительным мероприятиям. Дева. Гороскоп рекомендует действовать по обстоятельствам. Не исключено, что в этот период у вас появятся необычные желания. Прежде чем приступить к его реализации, оцените последствия. Лучшая для вас модель поведения на этой неделе – выжидание подходящего момента для активности. Весы. Звезды советуют переходить в наступление по всем сферам жизни. В конце недели может произойти эпизод, когда кто-то попытается пошатнуть врожденную уверенность вашего знака. Возможно, пришла пора изменить какой-то жизненный аспект, но подобные реформы следует внедрять очень осторожно. Скорпион. Можно надеяться на интересное знакомство в социальных сетях, на рост внимания со стороны интересных вам людей. Семейные скорпионы могут заметить некоторые напряжения в общении с домочадцами. Постарайтесь найти и устранить или же нивелировать причины, из-за которых была нарушена ваша идиллия. Стрелец. Неделя будет приятной и спокойной. В середине недели может появиться апатия и лень. Сейчас стрельцы могут позволить себе превратиться в пушистых котят, которые только и ждут, когда их нежно погладят по шерстке. Как только достаточно расслабитесь, возможно появление интересных идей. Козерог. На этой неделе можно смело внедрять инновации в жизнь. Можно попробовать себя в новых делах, освоить новое хобби, поэкспериментировать с прической или избавиться от ненужных вещей. В финансовых вопросах гороскоп рекомендует проявить осторожность. Во второй половине недели возрастут коммуникативные способности. Водолей. Гороскоп указывает на то, что в этот период можно получить ответ на важный вопрос. Во второй половине недели на первое место выйдет личная жизнь. А обстановка в семье может слегка накалиться, что совсем не является поводом для ссоры. Больше спокойствия и внимания партнеру. Это поможет предотвратить недопонимание. Рыба. Радостное настроение благоприятно отразится на отношениях с близкими людьми. В середине этой недели у рыб, не имеющих второй половинки, может состояться значимая встреча. Ближе к выходным будьте внимательными к своему питанию. Есть риск, что несвежие продукты или неудачный кулинарный эксперимент станут причиной нарушения работы желудка. Мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что астрологический прогноз для каждого из знаков сбудется, но вот что точно сбылось, то это предсказания ученых, которые изучают различные природные явления. Да, в эти дни на Земле обрушилась сильнейшая магнитная буря, одна из самых крупных за последние 5 лет. И ученые предупреждали как раз-таки, что эта буря может вызвать северное сияние даже в тех регионах планеты, которым не свойственно это явление. А у нас на крайнем севере полярные красоты были ожидаемы, но судя по видео, появившимся в сетях и фотографиям, люди не перестают удивляться и восхищаться этим необычайно красивым природным явлением. Да, ну и благодаря
науке и телевидению, мы сейчас вместе с вами можем посмотреть на эту красоту. И действительно, ну, неописуемые даже через экран, неописуемые ощущения. Давайте полюбуемся вместе. Ну что, невероятная красота. Действительно, самые красивые вещи в нашей жизни делает природа. Да, нужно уметь замечать эту красоту, а вот те, кто замечают ее еще, это, мне кажется, тоже своего рода дар. Да, умножайте свою красоту, эту красоту улыбкой и просто проведите хороший день сегодня. До свидания.